Я молчал о правде. Тема моего доклада – переход имен народа Саха на православные имена на примере дигейского наследия. Меня всегда интересовал вопрос происхождения моей фамилии. Когда я начал интересоваться данной темой, мне показали вот эту книгу. Она собрана архивом документов дигейского наследия. В ней 620 страниц размером А4. Например, архивом документов дигейского наследия проследил изменение имен народа Саха на православные имена. Изучил архивные материалы переписи дигейского наследия. Узнал об истории переписи в нашей стране. Проследил за ходом изменений имен нашего народа на пример архивных документов дигейского наследия. Актуальность данной работы заключается в том, что все мы должны знать историю своего народа, свой род. Первая перепись началась в 1718 году по указу Петра I. В ходе изучения я узнал, что первая перепись населения Якутии проводилась в 1767-68 годах и называлась «Третья лебийская сказка». Эта ревизия охватила всего 4 улуса: жителей Баргонского, Намского, Мегин-Кангаласского и Верхнелебийского улусов. В списке первой лебийской сказки имена написаны на русский лад. Например, Батак, сын Бекче, записан Батак Бекчуков. Дочь Калжина, записан Киндикян Калжисова. И другие имена. По семейным спискам конца XIX века все имена стали православными. Но при записи имен глав семьи указаны якутские имена. Например, Степан Семенов Т.Спай, Иван Николаев Молчах, позже Молчах, потом Молчехаров. Вычислительные исследования показали, в лебийской сказке 1782 года якутским имен был 81%, православным 19%. В 1795 году якутским имен было 38%, православным 62%. В 1816 году якутским имен было 23%, православным 77%. В 1851 году якутским имен было всего 1%, православным 99%. По семейным спискам конца XIX века якутских имен осталось 0,4%, православным 99,6%. В заключение хочу сказать, до конца XVIII века наши предки имели свои национальные имена. Народ Саха принял православную веру в XVII-XVIII веках. В конце XIX века полностью перешли на русские фамилии и православные имена.